Проще говоря, никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. Особенно у тех, кто сильнее вас. Так считал Воланд. А вот Иисус учил иначе. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Похоже, что нашим депутатам ближе последнее наставление. На сессии 18 февраля был принят целый пакет обращений в Государственную Думу и Совет Федерации. Мы сегодня рассмотрели 31 вопрос и достаточно много обращений Государственного Совета на уровень правительства Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы. Все обращения, они связаны с тем, что на сегодняшний день в республике Коми принят дефицитный бюджет, и мы понимаем, что оперативно нарастить доходную базу мы не сможем. Нам нужна помощь федерального центра. Форма этих документов разная. Например, просим ускорить принятие решения по вопросу о передаче полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование всего неработающего населения на федеральный уровень. Или считаем целесообразным полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими орфанными заболеваниями, отнести к полномочиям федеральных органов государственной власти. По налогам формулировки звучат чуть иначе. Например, в связи с изложенным предлагаем рассмотреть вопрос об установлении с 1 января 2022 года норматива отчислений от налога на добычу полезных ископаемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 5%. Но, по сути, во всех 9 обращениях в вышестоящие органы речь идет о деньгах. Где-то мы просим федеральный центр взять на себя республиканские расходы. Где-то убеждаем увеличить финансирование. Например, на содержание лесного фонда с учетом северных условий. Ну а главное, предлагаем расчеты для изменения распределения налогов в пользу республиканского бюджета. Цена каждого обращения варьируется от сотни миллионов до десятка миллиардов рублей в нашем бюджете. А значит, вопросы касаются каждого. Интересно, что именно эти вопросы особых дискуссий не вызывали. Чувствуется, что обсуждались они не раз и на самых разных уровнях. Наверняка предварительно возможности этих изменений изучались и в московских кабинетах. Кстати, еще в декабре депутаты отреагировали на тревожную ситуацию с добычей тяжелой и сверхтяжелой нефти. Отмена налоговых льгот на российском уровне ставила под вопрос развитие нефтяных шахт на Яриге. И не просто развитие, а само существование этого производства. Я уже рассказывал о проблеме в одном из обзоров. И вот 15 февраля наше обращение рассмотрели на совещании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В режиме видеоконференц-связи к обсуждению подключились представители Министерства энергетики, Министерства финансов, нашего Госсовета и руководства Лукойла. Повторюсь, что именно по насущным вопросам разногласий ни с правительством, ни между депутатами не было. Легкую пикировку из всей большой повестки вызвали проблемы депутатской этики. Но и тут решения были приняты абсолютным большинством. Проще говоря, по действительно важным вопросам правительство, глава и депутаты демонстрируют завидное единодушие. Заметно, что проекты решений обсуждались не раз и не два. Ну а по мелочи можно и поругаться. Милые бранятся, только тешатся.